Помочь в военно-патриотическом воспитании учащихся, чтобы в будущем вырастить настоящих защитников Родины. Для достижения этой главной цели сегодня подписывается соглашение о сотрудничестве. Гендиректор благотворительного фонда «Братство» обязуется помогать в проведении патриотических мероприятий с участием ветеранов боевых действий, организации отдыха учащихся Горского кадетского корпуса. Фонд сотрудничает очень многими военными организациями, потому что мы находимся в Крыму, и все, в принципе, все у нас воины проходили там реабилитацию, поэтому все находятся там, в Крыму. И вот мы сотрудничаем с многими организациями военными, и вот задача сейчас какая стоит: наладить мосты между кадетами, да, и военными организациями. Задача такая стоит. И между сезонием мы будем забирать наших кадетов, лучших кадетов будем отбирать, наших жигитов туда, и чтобы у них был стимул. Мы можем их и в санаториях, Минобороны санаторий у нас находится, Бурденко находится у нас, фонд сотрудничает с ними. Подписанное соглашение будет также стимулировать выпускников учебного заведения, чтобы они поступали в военные вузы страны, для чего изначально и был открыт Горский кадетский корпус. Вот это соглашение с благотворительным фондом «Братство» дает очень большую перспективу по патриотическому воспитанию наших кадетов. Почему? Потому что мы организуем выезды в будущем, и с кадетскими корпусами Крыма будем встречаться. Далее мы вот обговаривали ситуацию, встреча с воинами-афганцами, инвалидами боевых действий и офицерами. Это даст большой толчок для именно военно-патриотического воспитания. На сегодня в Горском кадетском корпусе учится свыше 300 человек. Начиная с 5 класса кадетская школа обучает воспитанников основам воинского дела. Своевременный подъем, завтрак, обед и ужин по распорядку. Все устроено так, чтобы с детства привить учащимся воинскую дисциплину. Нравится в кадетском то, что распорядок дня, дисциплина, различные виды спорта, учеба, хорошие учителя. Рота, взвод, отделение. Здесь нет, как в обычных школах, буквенных обозначений классов. Вместо гардеробных коптерки, вместо мягкой домашней постели двухъярусная кровать. Военный уклон чувствуется во всем. По территории Горского кадетского корпуса, как и в армии, ходят строем. Правила не такие жесткие, как для военнослужащих, но максимально приближены к ним. Даже сесть за стол, чтобы поесть, можно только по команде. Таков устав корпуса. Кормят здесь 5 раз в день. Сейчас у кадетов полдник. В легкий перекус на сегодня входит булочка, апельсин и компот. Каждый день меню разное. Ну а тем временем в спортивном зале кадетского корпуса проходит урок физкультуры. Одни разминаются в пробежке, другие уже приступили к подтягиваниям на перекладине. Вечером в этом же зале будут проходить бойцовские баталии. Карате, тэквондо, бокс, дзюдо, ММА, борьба, плавание. В кадетском корпусе учат не только маршировки в строю, но и готовят к самостоятельной взрослой жизни, где зачастую нужно постоять за себя. Кадетский корпус прежде всего воспитывает в человеке, в учащемся в кадете, самостоятельность. Здесь создаются надежные дружеские союзы, которые со временем только крепчают. 7 лет учащиеся проводят со своими однокурсниками бок о бок. Они вместе едят, ходят на уроки и секции, отдыхают. Особая атмосфера и между учителями. Придя сюда один раз, больше не хочется уходить. Корпус, он удивительное место. Тем, что наши мальчики, они не похожи на парней других образовательных организаций. Тем, что их воспитывают действительно как настоящих мужчин. Около 3 месяцев назад у кадетского корпуса сменилось начальство. Перед руководством стоит задача сделать акцент на военно-патриотическое направление, тем временем не ущемляя образовательный процесс. С каждым годом число желающих поступать в военные вузы страны должно только расти. Муслим Ганиев, Магомед Даскиев, Новости 24.